Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Управлением государственного строительного и жилищного надзора республики подведены итоги контрольно-надзорной деятельности за 2022 год. Всего было проведено 2787 выездных и документарных проверок. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 12,6 миллионов рублей. О надзорной деятельности в сфере ЖКХ и строительства мы поговорим с гостем студии Павлом Аргуновым, руководителем управления государственного строительного и жилищного надзора республики. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прошлый 22 год он проходил в режиме ограничительных мер. Скажите, как они сказались на работе управления? Да, действительно, 336-е постановление, которое вступило в силу с 10 марта, на нас определенные ограничения наложило. То есть мы должны были все проводимые мероприятия согласовывать с прокуратурой. Так вот, если в год к нам поступает порядка 3500 обращений граждан, 4000, в прошлом году 3500 обращений граждан поступило, то мы, получается, провели всего лишь по жилнадзору более 1500 проверок, то есть большую часть прокуратура нам не согласовала. То есть 70% мы получали отказ в проведении контрольно-надзорной деятельности, в связи с тем, что отсутствует угроза жизни и здоровья граждан. То есть, например, к нам поступает жалоба гражданина о том, что управляющая компания неправильно рассчитывает ему оплату за жилищно-коммунальные услуги. Мы, по идее, должны провести полноценную проверку, затребовать все документы у управляющей компании, при необходимости потребовать документы у ресурсоснабжающей организации. Но вынуждены были в период с марта по конец августа это все согласовывать с прокуратурой. И при этом прокуратура, не видя основания, то есть не видя угрозы жизни и здоровья граждан, если вот в части того, что неправильно рассчитано, идет расчет за коммунальные платежи, нам отказывает. И, соответственно, мы вынуждены были провести только профилактические мероприятия, то есть направить предостережение управляющей компании, чтобы они либо пересчитали, либо там впредь такого не делали. Но, конечно, предостережение предостережением. Некоторые управляющие компании принимают в работу, некоторые игнорируют. А вот помимо пересчета квитанций по жилищно-коммунальным услугам, на что еще чаще всего жалуются жители Якутии? Ну, на то, что управляющая компания не выполняет свои работы. Например, вот, места общего пользования, лампы не горят, уборка не делается, прилегающая территория не убирается. Зимой жалобы граждан в основном на холод в квартирах, летом на протечки кровли. Вот такого рода жалобы к нам постоянно поступают. И если мы не обосновываем реальное наличие угрозы жизни и здоровья граждан, то, соответственно, прокуратура вот в тот период прошлого года, с 10 марта по 26 августа, нам отказывала в проведении контрольной надзорной деятельности. Скажите, какие-то изменения или новшества появились в контрольно-надзорной деятельности вашего ведомства? Да, с начала прошлого года вступили в силу определенные статьи 248 федерального закона о контрольно-надзорной деятельности, и у нас появилась возможность провести профилактические мероприятия. Это профилактический визит. Мы в прошлом году 138 профилактических визитов сделали. И, как я уже говорил, это предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Мы вот таких предостережений 1100, ну, больше 1100 предостережений направили. Павел Анатольевич, известно, что сейчас управляющие компании могут лишиться своей лицензии. Какие управляющие компании в нашей республике находятся под угрозой и сколько их сейчас насчитывается на данный момент? Всего лицензиатов у нас более 260. Реально из них действует порядка 169 управляющих компаний. Да? Вот в соответствии с жилищным кодексом срок предоставления лицензии 5 лет, то есть в течение 5 лет управляющая организация может работать.
И те управляющие компании, а их 140 управляющих компаний, которые получили лицензии до 2018 года, у них срок истекал вот как раз 11 января 2023 года. Но в ноябре прошлого года законодатель внес изменения в федеральный закон, то есть в жилищный кодекс, и этот срок продлили до 1 января до 1 июня текущего года. Это сделано для того, чтобы в середине отопительного периода не оставить многоквартирные дома без управляющей организации. И получается так, что у 140 управляющих компаний истекает срок лицензии 1 июня текущего года. По закону они должны в период с 3 марта по 27 марта подать заявление на продление лицензии. Мы должны рассмотреть в течение 15 рабочих дней и принять решение продлевать либо не продлевать лицензию. В каком случае управляющая компания может не пройти лицензию? В случае, если у руководителя управляющей компании нет аттестата, квалификационного аттестата, то есть он должен пройти экзамен у нас. Если срок вот этого аттестата он просрочен, то, соответственно, мы не можем продлить лицензию, это первое. Второе, в случае, если управляющая компания в системе ГИС ЖКХ не внесли все сведения по своим домам. И третье, очень важное такое важный момент, это если управляющая компания имеет определенные нарушения лицензионных, грубое нарушение лицензионных требований, в том числе и наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Вот по данному требованию 69 управляющих компаний на сегодняшний день могут не пройти перелицензирование, то есть имеют риск 69, и, соответственно, они должны в этом плане проработать, чтобы в марте месяце подать нам заявление и пройти. Ну, вы отметили, Павел Анатольевич, что мы сейчас ждем окончания отопительного сезона, чтобы начать этап лицензирования. В таком случае сколько многоквартирных домов могут остаться без управляющих компаний на лето 2023 года? Ну, более 1000, я вот сейчас точно не смогу сказать. Если вот 69 управляющих компаний, то у них более 1000 многоквартирных домов было. Давайте тогда перейдем в сферу строительного надзора. Скажите, за какими объектами надзор ведет ваше ведомство? В соответствии с градостроительным кодексом, точнее 49-я статья градостроительного кодекса, строительный надзор ведется за строительством общественных зданий и сооружений площадью более 1500 квадратных метров, либо этажности более 2 этажей. И, кроме того, всех многоквартирных домов, кроме блокированных домов, ну, то есть многоквартирных домов блокированной застройки. И, соответственно, те застройщики, которые строят такие объекты, они обязаны подать извещение о начале строительства с приложением всех документов, и мы, соответственно, принимаем решение о строительном надзоре за такими объектами. А кто ведет надзор за коммерческим строительством небольшой площади? Небольшой площади? Небольшой площади, ну, орган местного самоуправления, который выдает разрешение на строительство, разрешение на ввод, если объект не подпадает под строительный надзор. Павел Анатольевич, если во дворе начинается какое-то строительство, по каким признакам можно определить, законное оно или нет? Обычно застройщики огораживают территорию, вешают паспорт объекта. Если подойти к паспорту объекта, то там можно увидеть реквизиты выданного разрешения на строительство. Если такого паспорта нету и разрешение на строительство, соответственно, если даже паспорт есть, разрешение там не указано, то, соответственно, уже можно предположить, что строительство ведется незаконно. Можно направить запрос в органы местного самоуправления, который уполномочен выдавать разрешение на строительство, о законности данной стройки.
Если у жителей нашего города есть какие-то жалобы или предложения для вашего ведомства, скажите, куда они могут обратиться? Если имеются жалобы касаемо нашего ведомства, это строительный надзор, либо жилищный надзор, то есть жалоба на управляющую организацию, на ресурсоснабжающую организацию, то жалобу можно подать через систему ГИС ЖКХ. Это очень удобно, быстро делается на сайте ГИС ЖКХ. Либо направить Почтой России по адресу город Якутск, Амосова 8, Управление государственного строительного и жилищного надзора, либо через наш сайт можно подать заявление, либо направить через нашу электронную почту. Почта указана на нашем сайте. А есть ли смысл, например, жильцам многоквартирных домов отказываться от управляющих компаний и вступать в ТСЖ? Ну, это на усмотрение самих жильцов, собственников. Если они посчитают нужным уйти от управляющей компании и организовать товарищество собственников жилья, это их право. Есть плюсы и минусы в этом, и, в принципе, сами могут определиться. Но в таком случае у товарищества собственников жилья возникают свои какие-то определенные нюансы, и куда они в таком случае могут обратиться за поддержкой? Товарищество собственников жилья в любой момент могут обратиться как в орган местного самоуправления за консультацией, либо обратиться к нам, в управление Госстройжилнадзора. Если, вот, например, организовывается новая ТСЖ, либо создается новая управляющая компания, мы обязательно проводим и будем проводить профилактические визиты для того, чтобы разъяснить, как необходимо проводить работу, для того, чтобы жалоб меньше было граждан, чтобы условия соответствовали всем требованиям проживания, и чтобы в дальнейшем они в административные штрафы не попадались. Ну что ж, спасибо вам большое, Павел Анатольевич, за то, что нашли для нас время и стали гостем нашей студии. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.